Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. С вами я, Дарья Анкехова. Сегодня мы покажем вам, как можно собственными руками сделать произведение искусства. Почему говорю произведение искусства? Потому что действительно это целый творческий процесс. Но работать мы будем сегодня вот с таким предметом, это эпоксидная смола. Многие из вас, наверное, слышали, сегодня это такой, знаете, очень популярный и интересный предмет для работы, потому что из него делают подносы, картины. В общем, даже используют в изготовлении мебели. Действительно, эпоксидная смола сегодня очень популярна. И, конечно, нам нужен мастер, который расскажет мне, как это делать. И это у нас Светлана Мартынова. Светлана, добрый день, здравствуйте. Добрый день. Светлана, ну давайте начнем, наверное, работу. Вообще, что такое эпоксидная смола, в чем ее такие, знаете, преимущества? И что можно сделать из нее сегодня в рамках нашего проекта? Да, Дарья, как ты сказала, это очень популярное такое для творческих людей средство, да, чтобы изготовить и украшения для женщин, и также подносы, либо залить стол реку, например. Сейчас очень многие люди пользуются им, и также в Якутии у нас тоже можно в магазинах приобрести эпоксидную смолу. Подожди, вот у меня сразу вопрос возникает. Светлана, насколько это дорогое удовольствие, потому что я вот видела, честно скажу, в социальных сетях вот эти интересные большие столы, где вот, допустим, просто большой такой сруб, да, срез даже, наверное, дерева, а вот так прям по центру течет та самая река. Туда ж надо залить этой смолы очень много. Вообще это дорогое удовольствие. Да? Да. А если вот в рамках нашего сегодня эксперимента, сколько нам потребуется и сколько это будет стоить примерно? Сегодня нам потребуется примерно 250 грамм смолы, и чтобы сделать поднос. Ну, это не так много, ну, примерно 500 рублей. 500 рублей. Вот так. То есть не бойтесь, это все доступно, да? Мы не рассказываем о каких-то очень дорогих экспериментах, поэтому все просто. Итак, сегодня нам потребуется та самая смола, приобретаем ее в магазинах, где? В творческих магазинах. Творческих магазинах. И в Якутии есть, и вообще я заказываю в Валберес. Смотрите, вот у меня уже смола на руках. Хорошо, что я надела перчаточки. Так. Сегодня нам потребуется, чтобы, например, не тратиться на много денег, и хочется попробовать, и не хочется потратить много денег на молды, мы будем использовать простую фанеру. У меня 1 сантиметр фанерная. Я вырезала нужной формы мне и загрунтовала с 2 сторон. То есть это лицевая часть, это изнаночная часть. Вот так вот, все очень просто. Загрунтуем акриловой краской. По истечению нашего эфира что получится? Это будет поднос. Мы закрепим здесь ручки, и будет поднос для подачи. Хорошо, значит, нам нужна та самая фанера, смола, еще что мы будем использовать сегодня? Акриловые краски загрунтовали. Также мы будем использовать колеры для смолы, чтобы добиться нужного нам цвета. Нам еще понадобятся всплывающие порошки. Сегодня мы будем использовать золотой. Хорошо, в принципе, да? Ой, а можно я? Все, да? Можно посмотреть, какие я люблю вообще. Какие есть колеры. Чемоданчики. Это называется все колеры, да? Колеры и перламутровые порошки, чтобы придать смоле вот такой перламутровый цвет. Даже у вас еще есть стразы. стразы. Да. Я как сорока, да, как увидела стразы. Смотрите, тут все есть. В этом чемоданчике все. Смотрите, даже есть вот такие штучки. Это тоже для? Для подносов, да. Чтобы, например, залить поднос в виде моря. Мы приклеиваем, вырезаем нужную нам рыбку, приклеиваем, потом заливаем смолой, и она видна. Блестки здесь, ну, в общем-то, этот чемоданчик мне уже очень нравится. Пусть стоит рядом со мной, да? Ну, хорошо, дальше что мы делаем? После того, как мы загрунтовали 2 поверхности, мы берем малярный скотч и обклеиваем заднюю часть скотчем по кругу. Это делаем для того, чтобы после того, как мы нанесем слой смолы, она будет капать. И чтобы капельки потом не отшлифовывать от задней стороны, так как оно затвердеет и станет пластиком, мы приклеиваем на границу малярный скотч. И после того, как мы это сделаем, после высыхания, мы просто отрываем этот скотч, и капельки отрываются вместе с... Вот так вот, да? Да. То есть не бойтесь сделать вот такие, знаете, как сказать, погрешности. Да. Главное, чтобы по краям было все ровненько, да? По бортику. Вот в умелых руках Светланы это все делается очень легко. Просто потом, чтобы не дышать пылью,
от шлифовки, это лучше сделать это заранее. Об этом позаботься. Ну, а вообще в мастер-классах, которые проводишь ты, да, с эпоксидной смолой, самое популярное это что? Наверное, взрослые же любят делать картины, да, я видела? Детям не рекомендуется использовать эпоксидную смолу, Потому так что... как есть небольшой запах у нее, Мгм. и мы не знаем, как вообще, может аллергия быть или что-то. Ну, у меня, по крайней мере, ничего, как бы, и тех, которые у меня были на мастер-классах, никто не жаловался, что у них какие-то отеки или что-то происходит. А вообще это вот вы изготавливаете, ну, обычно, да, подносики, картины, да? Подставки для кружек, Мгм. картины. Есть различные также силиконовые молды, в которые мы заливаем смолу и делаем, например, елочные игрушки. Даже Либо так. украшения тоже заливается в силиконовые молды. Я видела вот такие большие кулоны, можно Да. сделать, там все так размыто, все такие блестки, Да. там, да, такие перепады теней различных. Тоже интересная вещь. Да. Здесь мы проклеили, хорошо проглаживаем, чтобы смола не затекала в щели. Главное, что по бортику, да, Да. вот здесь вот никаких не должно быть пространств воздушных. Мы заклеили и обязательно ставим нашу основу на, ну, у меня стаканчики, Подставка. чтобы смола могла спокойно стекать. Обратите Лишняя внимание, смола. ничего гениального придумать не надо. Стаканчики, вот та самая подставка под наш поднос. Та-дам! Мгм. Так, поставим. Обязательно одеваем перчатки. Еще, конечно, для нашей безопасности нужно все-таки использовать маски, но так как мы проводим мастер-класс, чтобы для удобства нам рассказать вам, я не буду делать этого. И наше помещение, оно как бы большое достаточно, чтобы здесь долго не задерживаться нам. И, в принципе, эта смола не такая, ну, не такой сильный запах у нее. Так, Светлана, дальше что? Так, дальше мы измеряем. Нам понадобятся весы, обычные кухонные весы. Потому что смола состоит из двух компонентов. Это смола и отвердитель, второй компонент, и смешивается в разных пропорциях. Да. Ну, допустим, мы должны знать, наверное, размеры, да? Поднос у нас примерно какого размера, Светлана? Но это вообще, это уже вы сами смешиваете. Если чего-то не хватает, вы быстренько замешиваете еще одну порцию. Я примерно знаю на такой размер, сколько нужно смолы по своему опыту уже. Ну, то есть, если будет больше, оно будет толще, правильно или нет? Нет, оно сольется. Если хотим толще, надо заливать несколько слоями. То есть подождать сутки и на следующий день еще один слой. Вот, Светлана, но Да. обратите внимание, мы самое главное это забыли сказать, что перед тем, как работать со смолой, ваша поверхность рабочая должна быть защищена, потому что все будет капать, все будет течь, и у нас лежит здесь на столе полиэтилен. Поэтому Да. И еще позаботьтесь о один рабочем месте. момент, чтобы наш стол был выставлен по уровню. Если будет стол крив, то смола будет стекать, Неравномерно. И будет ничего. сливаться в какую-то из сторон. Эта смола у нас смешивается 6 частей и отвердитель 4 части. Сейчас мы смешаем 60 грамм смолы и 40 грамм отвердителя. Так. Можно залить. Включим. И 60 грамм. Так, 60 грамм. Этого будет нам мало, мы сделаем 2 стаканчика. Ой, а я уже... Ну ничего, значит отвердителя добавим немножко больше. Все. Все. Ага. Давайте 8 до 80, Давайте. да? Так, до 8. А там, значит, у нас 50 будет... где-то грамм. Все. О, нет, не все, капельку. Мы любим все идеально. Все, 80. И 50 грамм смолы. В итоге у нас будет 130 грамм готовой смеси. Все. Ну, чуть-чуть прибор. больше. Плюс-минус Ничего 1 грамм, страшного. ничего страшного. И обязательно я пользуюсь одноразовой посудой, чтобы это потом легко утилизировать. Да? Мы перемешиваем Получается... примерно минут 3 для того, чтобы два компонента у нас хорошо смешались. Если мы не домешаем как нужно, то на поверхности нашей картины либо подноса будут не просохшие полосы. Поэтому тщательно перемешиваем здесь. Если появляются пузырьки, в этом нет ничего страшного. Газовая горелка нам потом поможет в этом убрать пузырьки, чтобы поверхность была глянцевой. Так, хорошо.
А вообще в соотношении, да, вот всегда должно быть сколько? Это не По- всегда. Это не всегда. Это зависит от производителя смолы. Мгм. То есть есть 50 на 50, есть 80 на 20. Вот В нашем случае мы используем 60 на На 40. 40, да. Вот так вот, да? То есть 60% нашей жидкости это смола и 40% это Отвердитель. отвердитель. Да. Хорошо. Значит, перемешали. Мгм. Вообще смолу эту можно смыть? Я вот смотрю на свои руки и сразу понимаю, что это практически та самая Она смола, как- которая даже с вещей не смывается. Да, она как если- масляная такая. Эта Её- смола смывается или лучше все равно предостеречь себя Да, от конечно. попадания, да, на Да. одежду, на руки? Чтобы раздражения никакого на руках не было. Все, хорошо. Так, ну давай я сделаю вторую часть, да, которая у нас Давайте. оставалась. Мгм. Там у нас должно было быть... Здесь немножко меньше сделаем. Так, Здесь мы- сделаем 30 на 15. Так, 30 грамм я добавляю, пока наша Светлана мешает. Мгм. Ой, у меня сегодня все больше. О, видали? 30. Очень Ровно. 30, да. 15. Так, и 15 грамм. 15 грамм затвердителя. Упс. Ну, чуть-чуть больше, ничего Ничего. страшного. И также И перемешиваем. я перемешиваю уже. Мгм. Так. Вообще меры предосторожности еще это уберечь руки, уберечь Да, и одежду. нужно фартук одеть обязательно, Да. потому что с одежды потом это не смыть. Мгм. Вы пока мешайте, я свой стаканчик разделю на две части, Для чего это делаем? чтобы нам замешать нужные нам цвета. То есть у нас сегодня Да. будет несколько. Несколько цветов. Основа у нас, я также сегодня выберу слоновую кость, цвет слоновой кости, и что-то потемнее. Так, это вообще, еще раз напомните, какие краски? Это специальные колеры для эпоксидной смолы. Это не акрилы, в общем, специальные колеры. Они буквально несколько капель нужно, чтобы перекрасить стакан смолы. Очень концентрированные цвета. Если будем, можно, конечно, колеровать и акриловыми красками, но смола будет быстрее схватываться, то есть быстрее твердеть, и мы не сможем, возможно, сделать свою картину. Поэтому используем специальные. У меня готово. Хорошо. Здесь давайте сделаем, вы заколируете порошком золотым. Хорошо. На глаз это делается? Я или- обычно делаю, да, беру палочкой, возможно, сухие порошки, работаем с палочкой. Так, это тоже определенные порошки, тоже для эпоксидки Да. или это для всего? Эпоксидная смола, либо акрил, можно для жидкого акрила использовать. Смотрите, у меня происходит волшебство. Вы меня остановите вовремя, Светлана? Еще немного, нам нужно, не испортите, по крайней мере, его. Все, достаточно. Всё. Теперь ложечкой перемешать. Обратите внимание, какая красота получается в моем стаканчике. Дорогие друзья, вот, смотрите, у меня получается золотая такая смесь. И после того, как мы прольем это на картине нашей, после нагрева газовой горелкой золото будет всплывать, то есть будет очень ярким. Вот так вот. Это Если специально. переборщить золото, то что будет? Ничего не будет. А если- Золото невозможно переборщить. А если не добрать золото? Не будет настолько яркий вот этот цвет. Здесь мы также берем и капаем примерно 7, может быть, капелек я использую. Так мало, да? Мгм. Это 7 делаем капелек. слоновую кость в цвет нашего Обратите-ка, подноса. всего лишь 7 маленьких капелек, а уже Да, будет плотный цвет у нас. результат на лицо. Ой, вы знаете, это такой достаточно увлекательный процесс, потому что ты сразу видишь изменения. А когда ты Да. видишь изменения сразу, прям хочется еще что-то увидеть, еще Да. что-то. То есть работа с эпоксидной смолой это некое такое, знаете, волшебство. У меня уже вон какое красивое получилось. И у вас третий цвет. Это вот такой потемнее будет цвет какао. Вот так вот. Берем уже чистую другую ложечку И и замешиваем цвет какао. какая красота. Этих цветов нам, думаю, будет достаточно. В цвет какао мы можем еще добавить, например, перламутр. Ну вот добавим вот такой перламутр, немножко он изменит наш цвет. Хотела спросить, что добавить. Ну, логично. Перламутра, да? То есть, чтобы это не было матовым, да, таким? Да, а с он будет переливом. немножко переливаться. Да.
А вообще максимальное количество цветов сколько можно использовать? Это на фантазию? Да, ну где-то 2, и мы используем 2-3 цвета, чтобы слишком не было мешанины сильно. Так как еще на смоле очень можно поиграть, например, бумажкой, пройтись бумажкой. Ну, сегодня, возможно, мы так попробуем. Сейчас можете покрыть полностью наш поднос вот этим слоновым цветом. По центру делаю? Можете в центр вылить, либо по кругу. О, боже Нам мой. просто надо перекрыть вот эту часть. Это будет самый легкий из вариантов. То есть новичок может это легко Так, а повторить. мне надо торопиться? Она быстро засыхает или У нет? нас есть примерно 30-40 минут для того, чтобы нам завершить нашу работу. То есть это у нас базовый такой цвет, Да. будет база. Вот так вот. А, Полностью все до краев, не бойтесь, что там капать будет. Светлана, а Да. должно быть толстым? Нет, или оно тонким не, этот здесь не слой? будет толстым слоем. Где-то примерно миллиметра 2, наверное. Мгм. Так. Я тороплюсь, у нас же 30 минут, а Ну, у нас еще успеем. 2 цвета. Так, хорошо. Какая красота. Так. Так, напоминаем о том, что поверхность, на которой вы работаете, должна быть идеально гладкая, Ровно, да. ровная. В этом случае у вас распределится весь материал равномерно. Мгм. Так, Ну все, отставляете в сторону. Затем мы берем газовую горелку. Если у вас нет такой маленькой, как у меня, портативной, можно использовать обычный газовый баллон и одеть специальную горелочку большого размера. ага. То есть У у вас, меня, смотрите, у меня вот какая у такая вас. маленькая, удобная, с ней мне удобно работать. Если вы увидите, то здесь прям пузыречки лопаются. А, мы выгоняем лишний воздух. Да, чтобы была глянцевая поверхность. Ну, мне кажется, таким большим баллоном можно картины большие, да, быстрее Но будут. слишком нагревать нельзя эпоксидную смолу, потому что она загорается. То есть мы все делаем умеренно. Убрали А как вы пузыречки видите, есть воздуха. пузырьки или нет? Ну все, я уже их не вижу. А, вот так, то есть можно Да, даже ну вот посмотреть, здесь да? еще есть, но мы в конце их уберем. Так, хорошо. Дальше что мы делаем? Сейчас мы просто прольем линию цвета какао, начиная от края, и закончим краем. Можете свою линию пролить золотого. Рядом? Рядышком. Справа-слева? Да, как вы угодно. Смотрите, как угодно. я заметила тут такой лайфхак у Можно Светланы. убрать. Да. Заметила у Светланы лайфхак, она знаете, что сделала? Она сделала вот так, тынч, Остренький носик, да, да. и получился такой носик, через который выливаться Можете струйка будет. посередине пролить, ну как угодно. Так, ну, товарищи, мое золото. М. Оно не льется. Почему-то мой носик Слишком сузили. сузили. Сузила слишком. Так, а чтобы тоненькая струйка была, надо... Ну, можете не тоненькую, можете тоненькую пролить. О, Мгм. боже мой. Так. Всё. Сейчас мы можем пройтись бумажкой, обычную бумажку. Мы ложим на край подноса так, чтобы она прямо окунулась в смолу. И просто пройтись по ней. Убираем. И сейчас прогреем. Когда смола заходит на смолу другого оттенка, начинаются такие пузыречки, как вы видите. Мгм. И где-то минут 15 или 10 еще пройдет, и цвет совсем поменяется. Вот сейчас мы прогрели немножко, убрали пузырьки. Где-то еще мы можем что-то сейчас добавить. Например, еще можете чисто золото где-нибудь... С краю. Да, как хотите. Я работаю только с золотом, товарищи. Так, хорошо, по краю. Сейчас Можете я... по краю, как хотите. Надо о чем-то подумать таком прекрасном. И поехали. Сейчас не очень красиво. Пару Можем взмахов. также кусочком бумажки. Проводим. Вот так вот. Да, можете кусочек оторвать и провести ту линию. Теперь моя очередь. Вот так замочили и пошли по ней, да? Мгм. Пошли, Это один пошли, из пошли, способов, пошли, пошли, как пошли. можно сделать. Так, вот тут можете мы оставить. Не дотянули. Вот Ну, здесь. либо
Можно вообще не пользоваться бумагой, просто проливать полосы. Просто проливать? Проливать полосы и делать как бы абстракцию, например, срез камня. В общем, здесь, товарищи, в этой технике Здесь полет фантазии, да, здесь как вы хотите. самое главное, что это будет индивидуальная работа, потому что вы сами понимаете, что повторить эти разводы практически, ну не то чтобы практически, а невозможно. Вот, Светлана, видите, взяла ложечку. Также можно поработать даже палочкой. То есть растереть это, например, палочкой. Палочкой. Чуть-чуть выделим. Здесь можно и так, бумажка бумажкой. Бумажка захватывает больше Площади. площадь, да. Здесь мы можем добиться вообще мраморного рисунка. То есть когда друг на дружку цвет заходит, сглаживаются четкие линии. Как все интересно. Ой, я вот, честно словом, вообще человек далекий от творческих каких-то Здесь процессов, чуть-чуть. но это настолько увлекательно, и я прям рекомендую и советую. Вот так вот. Но мне кажется, теперь здесь надо кофейку добавить, Добавьте. потому что здесь у вас темный угол, Мгм. а у меня почему-то здесь светлый. Все, у меня открылся талант. Мгм. Я знаю теперь, чем я буду заниматься. Все. Также порошками можно пользоваться и на сухую, то есть не разбавлять их в смоле. Берем обычную палочку, также окунаем его в порошок и проводим где-нибудь, например, линию. Вот сразу за палочкой Тоненькая у нас тогда всплывает, получится. да, тоненькая линия. Если хотим добавить каких-то акцентов. Горелкой главное не переборщить, помните, да? Вот смотрите, как здесь разошлась смола и в виде такого кружева. Да, появились. Если поднесете поближе, да. Посмотрите, дорогие друзья, вот как на блинчиках Да. появилось. Это Это когда смола друг с другом смешивается. нет, Происходит такой эффект. нет, мы должны сказать, так было задумано, да? Так, хорошо. Чего-то вот тут вот. Не хватает. Нет, мне кажется, как-то грязновато. Давайте. У вас так красиво разводы, а у меня как Давайте. будто бы немножко грязненько. Так вот и чуть-чуть добавила золота, да? Мгм. Так, Так. вот в молочном цвете еще есть. Давайте еще чуть-чуть добавим черного. Вот еще немножко добавим черных каких-то полосочек. Думаю, чтобы придать Эффект мрамора, да, кстати говоря? завершенности нашей работы. Тут даже полосочка можно Держите. поработать черным цветом. Здесь. Черный цвет сам смешивается. Вначале это кажется слишком таким контрастным, да, каким-то моментом, а сейчас смотришь и вроде Он смотрите, разрывается как бы. действительно имитация того самого мрамора. Здесь невозможно переборщить. Это очень здорово для тех, кто вообще стартует, да? Ну, еще где-нибудь. Тут, на рамочке. Очень красиво. Ну, может, ты где-то еще захочешь поставить давайте. полосочку. Обязательно. Несу свою лепту, так сказать. Вот сделаем черную полосочку. Очень красиво. И смотрите, все меняется. То есть был вроде бы один вид, и пока она растворяется, пока мы Да. работали с одним цветом, кофе уже расплылось иначе. Да. Потом, значит, пока работали с золотом, уже и черный, посмотрите, расплылся. Немножко еще погреем. Погреем. Я, когда видела эти работы, да, в различных источниках, да, я все время думала, да, мне кажется, как все это красиво, надо быть, наверное, все-таки профессионалом. Думаю, Здесь- ну как можно такие разводы сделать? Я сразу вспоминаю дамские штучки, шелак, да, чтобы Да. сделать шелак, там, оказывается, та же самая система, в Да. принципе, вот эти разводы. Очень классно. Дальше. Ну, в принципе, я думаю, что у нас уже готова наша. Да. Единственное, что мы поставим на краешке нашего подноса ручки. Мгм. Где-то они были.
Так, наши ручки вот они. Мгм. Ручки тоже отлиты из смолы. У меня есть, я отлила из готовых ручек просто молды себе силиконовые и отлила такие стеклянные это смола? ручки. Да, это А тоже смола. как она стала такой блестящей? Просто я добавила в белый цвет перламутр. Залили в те самые молды. Молды это Да, формочки, да, да, силиконовые. Мы уже силиконовые говорили о них не раз в наших выпусках. Это силиконовые формочки, как для теста. Туда заливаешь эту смолу, да? Да. И вот у вас есть Такое, как кристалликами. кристаллы такие, да? И я примерно смотрю, куда мне нужно поставить. И просто углубляю его в смолу. Даже клей не нужен. Не нужен. Смола у нас сработает как клей. А вот края у нас так. После того, как все застынет, мы просто убираем скотч, который приклеили до того, и отшлифовываем немного вот эти краешки. На Чем которых будем шлифовать? потеки. Просто обычной шкуркой. Шкуркой для дерева. Для дерева обработки. А вот смотрите, Светлана, я вижу вот здесь камни, да? Мгм. И камни когда мы используем? Если мы, например, делаем картину, мы также можем прям в смолу укладывать камушки, как нам нужно. Это может быть стекло обычное, либо какой-то песочек, либо камни. Но на поднос это лучше не использовать, потому что у нас Да. должна быть идеально ровная поверхность, правильно? Чтобы для кружек ничего не мешало. А то есть при использовании камней они все равно будут выделяться, да? Да, Вот смотрите, конечно. вот такие камни. Это что за камни, как Это называется? стекло обычное. Обычное стекло. Здесь да? просто минеральная добавка. Ну-ка посмотрим сейчас еще, что тут можно смолу. И тоже так же хаотично, да? Да. Или здесь тоже нужно какая-то... Я обычно делаю какими-то островками выкладываю, то есть какими-то либо полосочками, либо какой-то островок. Имитирую камень, натуральный камень. Да, минеральная добавка. То есть, смотрите, дорогие друзья, поднос гладкий, не используем декор. Но если добавить вот такие вещи, будет картина, в принципе, да, она будет такая, как 3D-шная, да, Да. практически, то есть выделяться будет. Хорошо, ну а дальше-то что, мы так оставляем ее? Мы просто и всё? оставляем его на сутки, так как смола, эта смола именно, она сохнет сутки, 24 часа. В принципе, после мы можем пользоваться по Вот так. назначению. Не забудьте убрать скотч с бортиков, да, и отшлифовать все наждачной бумагой, да? Да. Вот смотрите, здесь мы покажем вам, да, можно взять вот такой срез, да, Обычный деревянный срез. обычный деревянный срез, вот так же его залить, не забудьте сначала скотч, да, чтобы фактуру эту сохранить, залить эпоксидной смолой, добавить туда тех самых камней, добавить минералы, что еще, стразы даже Можно можно туда. использовать блесточки. Блестки, Также. и будет у вас вот такая красивая, но это уже картина, да? Да. Также в картины я использую вот такую поталь. То есть она есть и в серебре, и в золоте. Что это такое, поталь? Это вот такое, как сусальное золото. То есть я смешиваю ее вместе со смолой и прокладываю тоже какие-то полосы. А, вот это измельчаешь вначале или Да, просто да, так? я измельчаю его в смолу и потом проливаю. И оно так ложится крас- достаточно... Да, и блестит красиво, ярко. Так, еще раз научное название. Поталь. Поталь. Да. Поталь. Она есть в серебряном цвете и в золоте. А если работать со стразами, здесь какой совет? Просто выкладываете их нужное. Ну, Также допустим, есть да. металлическая стружка такая, которую тоже можно выложить. Ну-ка посмотрим. Здесь как она у меня в выглядит. серебре осталась. Да, можно открыть и посмотреть. Металлическая стружка. Смотрите, сколько всего интересного. Металлическая стружка. Тоже полосочкой, наверное, выкладывать, да, ее не хаотично? Полосочка, либо если мы делаем подставки, то я всыплю в центр подставочки самой вот этот металлическую стружку. Да. Итак, ну здесь, в общем-то, знаете, столько всего интересного. Также я еще люблю использовать в смоле именно вот такую мелкой фракции слюда, натуральная слюда, мелкая фракция. Она очень тоже красиво смотрится в смоле. И вот, кстати, здесь чисто окрашены слюдой вот этой на наших ручках, да? Еще запоминаем, записываем. Металлическая слюда. Ручки наши как раз такие вот мелкие блестки, если Да. вам показать. Вот они, видите, наши ручки. Это вот та самая металлическая слюда. Просто размешали со смолой, Да. залили формочки. Да. Очень интересно. И самое главное, что мне больше всего понравилось, что здесь испортить что-то просто невозможно. Если что-то даже не понравилось, мы просто сносим наш рисунок
ложкой или чем-то на стол и заливаем по-новому все. А можно половина, да? Да, Половина. Бывает такое, что, например, какая-то часть не нравится, просто сгребаем смолу и заливаем по-новому там. Так тоже можно. Вуаля. Обратите внимание, кстати говоря, очень такой праздничный получился наш подносик. Прям вот и хочется положить сюда какой-нибудь чизкейк и Да. чашечку кофе поставить, да? Прям такая кофейная тематика. У Да. нас тут и кремовые оттенки. Ну, очень красиво. Я в восхищении от сегодняшнего мастер-класса. Спасибо большое, Светлана. Пожалуйста. Ну а мы, как всегда, дорогие друзья, предлагаем вам попробовать все это в домашних условиях. Самое главное, соблюдайте технику безопасности. Напоминаем, что все-таки наша смола имеет запах, может повредить кожу либо одежду. Ну и, конечно, используя подобные, Газовую горелку, поэтому я именно вот такую маленькую, да, чтобы будьте не было аккуратнее, большого да? пламени. Вот такая маленькая есть газовая Вся в горелка. смоле. Вся в смоле, она выглядит изначально не так, да? Да. Но она очень просто работает. Да. Все. Ай, не Все, знаю. слава богу, у нас закончилась зажигалка, да? Отлично. Ну, дорогие друзья, на этом мы завершаем наш эфир и не прощаемся, увидимся совсем скоро. Светлана, спасибо большое за этот мастер-класс по изготовлению подноса для завтраков из эпоксидной смолы. Увидимся.